Сегодня огромное количество единобожников, му'минов, муслимов со всего мира собрались в долине, чтобы упоминать, что же нужно делать в этот день. На что пророк ﷺ уделял внимание. Пророк ﷺ сказал, лучшая мольба, то есть лучшая мольба, нет лучшей мольбы, с которой мог бы обратиться раб Аллаха. Это мольба в день. Никого не было, ничего не было, была пустыня. И Ибрагим, алейхиссалям, он удивился, какой зов, кого звать, кто услышит. Но Аллах субхану ва тааля велел, сказал. Поэтому в этот день, особенно после асра, да еще и в день пятницы, следует полностью, максимально, настолько, насколько это возможно, дорогие братья, дорогие верующие, сегодня огромное количество единобожников, му'минов, муслимов со всего мира собрались в долине, чтобы поминать имя Всевышнего, чтобы обращаться к Нему, чтобы проникнуться любовью к Нему через дуа, через мольбы, через непрестанное поминание Всевышнего, через тайное общение со Всевышним, через жалобы лишь к Нему, к одному единственному, о том, что накипело в душах. Они, паломники, стоят все как один. В белом одеянии, и нет разницы между богатым и бедным. И так оно и есть, ведь пред Всевышним все мы равны. Они собрались в этом месте, отвечая на зов Ибрагима, алейхиссалям, отца единобожия, праотца всех пророков, отвечая на его зов, с которым ему повелел Всевышний обратиться, когда он воссоздавал на фундаменте, заложенный Адамом, мир ему, Каабу, воссоздавал вместе со своим сыном Измаила. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Таково было повеление Всевышнего. Возвести людям о хаджа, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах самых отдаленных дорог. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и упоминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите неимущего страдальца. Никого не было, ничего не было, была пустыня. И Ибрагим, алейхиссалям, он удивился, какой зов, кого звать, кто услышит. Но Аллах субхану ва тааля велел, сказал, ты провозгласи, а мы донесем. И посмотрите, сколько паломников, и каждый год едут к этим местам. Они собрались в том месте, более того, где после нисхождения на землю первого пророка Адама и праотца всего человечества, нашего отца и его жены, нашей матери, Хавы, Евы, эти две покаявшиеся души, когда были ниспосланы на землю, как упоминается в некоторых сообщениях, они где-то там были, в этой окрестности. И они блуждали, они искали друг друга. И они нашли друг друга именно в этом месте, в долине Арафат, как упоминается это в некоторых атарах, сообщениях. Мы не можем утверждать, что это именно это достоверно. Но ученые
ссылаясь на это, говорят, именно поэтому долина Арафа была названа долина Арафа, от глагола Арафа, узнавать, познавать и так далее. То есть они узнали, нашли друг друга именно в этой местности. Хотя есть и другие мнения насчет названия. Почему именно имя собственное Арафа, да, почему именно Арафа была названа эта местность. Кто-то сказал, что потому что, ссылаясь опять же на сообщения, достоверность которых неизвестна, что Джибриль, алейхиссалям, когда учил Авраама обрядом хаджа, говорил: арафт. То есть ты узнал, познал, понял? Он говорил: да. Но есть еще и другие мнения. День Арафа в долине Арафат. День Арафа в долине Арафат. Что же это за великий день, братья, который еще, ко всему прочему, пришелся на день Джума. Джума, пятницу, благословенный день недели, который также является праздником мусульман. И словно это тот самый день, в который был ниспослан коранический аят. Последний коранический аят. «Аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Да, братья, это тот самый аят, который был ниспослан в долине Арафат, в день Арафа, в день Джума, словно это сегодня, пророку саллаллаху при его хаджат аль-вада, прощальном паломничестве, как это упоминается в двух достоверных сборниках. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что некий иудей подошел к нему и сказал: «О повелитель верующих, есть аят в вашей книге, который вы читаете. Лау алейна ма'шар аль-яхуд назалят, если бы этот аят был ниспослан нам, латтахадна далика аль-яум аида, то мы бы выбрали, избрали этот день праздником». Каля эй ая. Он спросил, что за аят? Каля аль-яума акмальту лакум динакум. И процитировал этот аят. «Ватмамту алейкум ни'мати ва радитум лакум аль-ислама дина». Каля Умар сказал: «Кад арафна далика аль-яум валь макан аллади назаля фих». Мы знаем тот день и место, где это было ниспослано пророку саллаллаху. «Ва хуа каимун би Арафа яумуль джум'a», тогда, когда он стоял в Арафа, в долине Арафа, в день пятницы. День Арафа также является праздником, как это упоминается в хадисах, но праздником для паломников. Не праздником Курбан, который приходится на 10-й день Дуль-Хиджа, а праздником обособленным для паломников, как на это указал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Яум Арафа, день Арафа, ва яумун нахр, и день жертвоприношения, ва айяму ташрик, и светлые дни, которые идут после дня жертвоприношения, аидуна ахляль ислам, является нашим праздником. О мусульмане, вахия айям аклин ва шурб, и это дни еды и питья. Еды и питья имеется в виду, опять же, если мы говорим про день Арафа, для паломников. Паломникам не надо поститься, потому что паломники находятся в особенном месте, в особенное время, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям полностью уделял свое внимание, усердие великому поклонению. Основой поклонению — это мольбе. Но мы до этого еще дойдем. Это тот самый день, которым поклялся Всевышний. А мы знаем, если Всевышний клянется чем-то, то это значит нечто, что является великим, на что нам надо его творением, поскольку он клянется этим, обратить внимание. Нам же его творением дозволено клясться лишь его именами и прекрасными атрибутами. Так Всевышний
в одной из сур, которую вы все знаете, говорит: «Вассамаи затиль буруч». Клянусь небом, созвездиями зодиака. «Валь яумиль мау'уд». Клянусь днем обещанным. «Ва шахиди ва машхуд». Клянусь свидетельствующим и засвидетельствующим. Что же здесь имеется в виду? «Аль-яумуль машхуд». «Ва шахиди ва машхуд». Абу Хурайра передает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-яумуль мау'уд». Обещанный день — это яумуль кияма. Это день воскрешения. «Валь-яумуль машхуд». Засвидетельственный день — это яум Арафа. Это день Арафа. «Ва-шахид». А тот, что будет свидетельствовать, день Джума, потому что день Арафа пришел на день Джума, тогда в прощальном паломничестве. Хадис приводит из Тирмизи, он хороший, хасан. Этот день также нечетный, которым поклялся Всевышний, также в той суре, которую вы все наверняка знаете. «Ва-шаф'и валь-ватр валь-фаджри». И так далее. Это одна из последних сур Джуз Амма. Клянусь четом и нечетом. Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими, Аллах сказал: «Аш-шафа» чет яумуль адха. Это день жертвоприношения, потому что это 10-й день Зуль-Хиджа. А 10-й день — это четный день. Валь-витр, нечет, это день Арафа, поскольку он приходится на 9-й день Зуль-Хиджа. 9 — это нечетное число. Такого мнения придерживаются Акрима и Дахак. Этот день настолько величайший день в году, братья, что пост в этот день не для паломников, а для нас, кто не смог отправиться в паломничество. Служит искуплением прошлого и будущего года, как на это указал посланник Аллаха. Хадис достоверный приводится в Муслиме. «Юкаффиру сана». Яум Арафа, сауму яуми Арафа, пост в день Арафа, юкаффиру сана, служит искуплением. Ас-сана аль-мадия, прошлого года, вас-сана аль-кабиля, и будущего, наступающего года. Кто-то может задаться вопросом, как служит искуплением? Как можно искупить грехи, которые еще не совершены? Каким образом? Здесь речь идет о прощении, о великой милости Всевышнего. Здесь речь идет о духовном иммунитете, который Всевышний дарует сердцу верующего. Поскольку Аллах Субхану ва Тааля что говорит? «Ин таджтанибу кабаира ма танхауна анху нукаффир анкум сайятикум». Если вы будете сторониться величайших грехов, которые вам запрещены, мы вам простим прегрешения, мелкие грехи. Имеется в виду прощение мелких грехов, прегрешений. И это духовный иммунитет, это великая милость. Точно так же и джума, точно так же салаватуль хамс, 5 намазов. Точно так же и день Арафа. Но это величайшая милость, которую нельзя пренебрегать. Это тот самый день, когда Аллах, день Арафа, взял со спины Адама его потомство, чтобы взять с них завет. Как это упоминается в хадисе пророка, и как это упоминается в Коране. «Каля Расулуллах», посланник Аллаха, да благословит его и приветствует, сказал: «Инна Аллаха ахадаль мифака мин захри Адам». Поистине Аллах взял завет со спины Адама, с чресел Адама. Бинаман, в Наамане, имеется в виду местность, имеется в виду Арафа. Арафа имеет разные названия. وَأَخْرَجَ مِنْ صَلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا. И Аллах извлек все, каждого из нас, тебя, меня, всех, кто здесь сидит, все человечество от начала до конца. Как, мы не знаем, но Он вывел всех нас. فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذُّرِّ. Потом Он их распростер, словно это мельчайшие частицы. ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُولًا. Затем Он обратился к ним, то есть обратился, по сути, ко всем нам.
«Алясту бираббикум». Разве не я лишь ваш Господь? «Калю баля шахидна». И мы ответили: да, конечно, Господи, мы засвидетельствовали. «Ан такулу яума аль-кияма инна кунна ан хаза гафилин». Дабы вы не говорили в день воскрешения. Аллах объясняет, почему это. «Инна кунна ан хаза гафилин». Поистине мы были в невежестве об этом. Мы не знали этого. «Ау такулу иннама ашрака абауна мин кабл, ва кунна зуррията мин ба'дихим, афатахлюкуна бима фа'алял мубтилун». Или же не говорили: наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что ты совершил? За то, что совершили они, приверженцы лжи. Дабы мы, люди, этого не сказали в судный день. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, а потом зачитывает эти аяты. Это все хадис. Это в рамках текста хадиса. Сура 5, аяты 172-173. Некоторые задаются по поводу поста вопросом: можно ли поститься тем, у кого есть долг? Ученые разногласят в этом. Имам Абу Ханифа сказал: можно, потому что ад-дейн лейса аля аль-фаур. Другие ученые сказали, как Малик и Шафи, сказали, что это нежелательно. Некоторые запретили это. Но это так вскользь для эрудиции, чтобы вы понимали и знали. День Арафа — это величайший день прощения, дорогие братья. Яумуль магфира, яумуль тауба, яумуль айтки минан нар. В достоверном хадисе от Аиши приводится, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма мин яумин аксара минан я'тик Аллаху фихи абда минан нар мин яуми араф». Нет такого дня, в который бы Аллах освобождал своих рабов от ада, чем день Арафа. «Ва иннаху ла ядну». И поистине он приближается. «Сумма юбахи бихим аль-маляйка». А затем гордится ими, то есть своими рабами, которые собрались в этот день. И говорит, гордится перед ангелами, говорит: «Ма арада хауля». Чего они желают, чего они хотят. В другой версии, в другом хадисе от Ибн Умара, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха та'аля», поистине Всевышний Аллах, «юбахи маляикатаху», гордится перед своими ангелами. Аши — это Арафа, вечером день Арафа. Би ахли Арафа, теми, кто собрался в долине Арафа. Фаякуль, и говорит: «Ундуру», смотрите, иля ибади, на моих рабов, атуни шурасан губара, с ерошенными волосами, спыленными, запыленными. Хадис приводит Ахмад, и он достоверный. Дорогие братья, в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я молюсь Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме одного лишь единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. А после, дорогие братья, мы упомянули о достоинствах дня Арафа. Теперь, что же нужно делать в этот день? На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уделял внимание? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хайру дуаи», лучшая мольба, то есть лучшая мольба, нет лучшей мольбы. Дуа яум Арафа, с которым мог бы обратиться раб Аллаха, это мольба в день Арафа. Лучшая дуа — это мольба в день Арафа, дорогие братья. Ва хайру макульт, и лучшее, что я говорю, ван набиюн, и пророки до меня, мин кабли, ла иляха илляллах, нет Бога одного, кроме единственного Аллаха, вахдаху ла шарика ла, и нет у него сотоварищей, лахуль мульк, ему принадлежит вся власть, ва лахуль хамд, ему принадлежит вся хвала, ва хуа аля кулли шейин кадир, и он над всякой вещью мощен. Хадис приводит Тирмизи, он хороший. В другом хадисе от Тальхи ибн Убейда,
хоть он мурсаль, то есть его цепочка неполноценная, но тем не менее ученые его приводят и говорят афдалю дуа, потому что по смыслу он достоверный. Лучшее дуа, дуа йом арафа. Как понимать слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть пророк саллаллаху алейхи говорит, лучшее дуа, дуа день арафа, а потом говорит, и лучшие слова, которые я говорю, и пророки до меня, и упоминает эти слова ля иляха. Ученые говорят, имеется в виду, что не это имеется в виду дуа, имеется в виду дуа любой, а этот зикр как таутеа, как подтверждение дуа, потому что человек не может постоянно быть сосредоточен на одном. Хотя пророк саллаллаху алейхи ва саллям упоминается, что он настолько молил Всевышнего, там, находясь в день Арафа, что не обращал внимания, когда он сидел верхом у подножия горы и не обращал внимания, когда падала с рук его уздечка. Не отвлекался на это. Он запретил поститься. Опять же, для чего? Тем, кто паломники там находятся. Для того, чтобы они полностью уделили свое время именно этому виду поклонения, именно обращения ко Всевышнему. Не намаз, а дуа, мольба, подняв руки, обращение. Мольба, общение со Всевышним. Именно поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям даже паломникам велел что? Сокращать намазы, объединять их, чтобы они максимально отстранились для поминания, для общения со Всевышним. Именно это нам надо делать сегодня, невзирая на то, что мы не там. Некоторые задаются вопросом, а удостоятся ли не паломники этого хадиса, что лучшая мольба – это мольба в день Араф. Ученые говорят, да, удостоится. Конечно же, те, кто там, на это указывает, в частности, Аль-Бади, они удостоятся фадлуль макани ва заман, они удостоятся благодати и времени, и места, а мы удостоимся благодати и места. И этот хадис, что лучшая дуа, это дуа в день Арафа, он касается и нас. Поэтому в этот день, особенно после Асра, да еще и в день пятницы, следует полностью, максимально, настолько, насколько это возможно, уделить свое время, усердствовать в таком виде поклонения, как дуа, обращаться ко Всевышнему. Закрепляя это дуа этими словами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которыми он сказал, «Хайру ма культ ана ва набиюна мин кабли». Лучшие слова, которые я говорил, и те пророки, которые говорили до меня. И этот зикр, «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика лаху, лахуль мульку, лахуль хамду, ва хуа аля кулли шейин кадир». Есть также хадис, хотя он является гариб, странным, но ученые его приводят и говорят «фадайль аль-амаль» в том, что касается дополнительных видов поклонения, его правильно приводить. С каким дуа пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался? عن أبي طالب أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف. Приводится от Абу Талиба, от Али ибн Абу Талиба. Больше всего, о чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался вечером в день Арафа, филь мауқиф, вместе стояния, имеется в виду в долине Арафа. Аллахумма лакаль хамд. О Аллах, тебе принадлежит вся хвала. Каллади накуль, как мы и говорим. Ва хайрам мимма накуль, и лучше того, что мы говорим. Аллахумма лака салати. О Аллах, для тебя, ради тебя, наши намазы, наши молитвы, ва нусуки, наши обряды, ва махья, наша жизнь, ва мамати, и моя смерть, ва илейка мааби, и к тебе я вернусь, ва лака рабби тураси, и тебе принадлежит все мое наследство, о Господи. Аллахумма инни ауду бика. О Аллах, поистине я ищу защиту у тебя. Мин азабил кабр, от наказания в могиле, ва васвасати садр, от того, что шевелится в душе, имеется в виду васвас, ва шататиль амр, и от рассредоточенности, разбросанности. Аллахумма инни ауду бика. О Аллах, поистине я ищу защиту у тебя. Мин шарри ма яджиу бихи рих, от зла того, что приносит ветер.
Хадис гариб, хадис странный. Но ученые говорят, можно его приводить фи фадайль аль-а'маль. Так, дорогие братья, этот день Арафа. Вы узнали, надеюсь, иншаллах, что-то новое для себя об этом дне. Не упустите эту величайшую возможность. День Арафа. И пусть Всевышний юваффикуна лид-дуаи фи хадаль йом. Облегчить нам дуа. Более того, упоминается, что некоторые сподвижники, хотя этого не делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но некоторые сподвижники делали, Ибн Аббас в частности. Они собирались в мечетях, собирались отдельно в мечети в день Арафа, для того, чтобы поминать, молиться, обращаться к Аллаху и тому подобное. И имам Ахмад этого не запрещал, хотя сам этого не делал.